24 июля украинские беспилотные летательные аппараты ударно-боевого назначения нанесли вооруженное нападение на гражданские объекты города Сочи. При этом было нарушено воздушное пространство Абхазии. Президент поручил разработать комплекс мер для адекватного и своевременного реагирования на такие угрозы, а именно определить способы оповещения населения об опасности и выявить ключевые объекты инфраструктуры, требующие защиты. Секретарь Совбеза подчеркнул, что на данный момент таких угроз нет, однако подготовка ко всевозможным сценариям остается приоритетной задачей. Особое внимание уделяется информированию населения о правилах поведения при возникновении опасности, а также о способах оповещения, рассылке СМС, использовании телеграм-каналов и других средств массовой информации. Мы должны разработать комплекс мер для того, чтобы, исходя из тех сил и средств, которые у нас есть, как мы можем на это влиять и каким образом мы можем реагировать. Проведем с вами мы сегодня анализ этих угроз, мы тоже проговорим, какие у нас могут быть средства защиты нашей нефтебазы, наших энергетических каких-то объектов, какие силы и средства у нас сейчас есть. И в том числе, используя опыт наших российских коллег. В условиях текущей ситуации необходима тщательная подготовка и организация взаимодействия на всех уровнях, отметил министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квицыня. По его словам, есть контактные телефоны, доступные населению. Особое внимание уделяется налаживанию связи с главами районов и сел для оперативного реагирования в случае обнаружения угрозы. Министр подчеркнул, что люди должны быть готовы к любым ситуациям, поскольку опасность может возникнуть внезапно и в любом месте. Его могут обнаружить внезапно где угодно и без паники, чтобы они могли сообщить, и разработаем механизм, как они должны себя вести, где укрыться, как сообщить, что нельзя на улицу выходить и так далее, и так далее. Тут разные методы. Но все это надо разработать, все это надо объяснить, рассказать. Что касается правоохранительных органов, то сотрудники МВД ведут службу в круглосуточном режиме. По мнению вице-премьера Роберта Киот, можно использовать опыт российских коллег, где оповещение осуществляется через сотовых операторов. При этом важно обеспечить постоянный контакт сотовых операторов в режиме 24/7, чтобы в любой момент можно было оперативно передать информацию по всей территории. Откуда мы будем получать информацию о возможной угрозе, о беспилотном, появлении беспилотников на нашей территории. Понятно, это одна сторона, это наши граждане, а вторая, это, наверное, более глобальный масштабный процесс, чтобы мы заблаговременно получали эту информацию. Я думаю, что в этом направлении, с учетом определенных возможностей наших российских коллег, необходимо будет с ними установить соответствующий контакт. И в случае возникновения таких ситуаций, чтобы все соответствующие службы наши были в курсе, и мы имели возможность всю эту цепь уже дальше запустить. Вице-премьер Джансух Нанба подчеркнул актуальность обсуждаемого вопроса, ссылаясь на недавние события, которые показали реальную угрозу безопасности на приграничных территориях. В части подготовки объектов электроснабжения здесь у нас тоже есть определенные мысли, определенные идеи, в том числе упомянутые вами нефтебазы тоже являются достаточно уязвимыми объектами, то есть там, где большое количество легко воспламеняющихся продуктов, безусловно, тоже надо какие-то меры предпринимать. Но мне кажется, как было предложено, сообща в рамках совместной работы на базе Совета Безопасности нам удастся в достаточно сжатые сроки предпринять те меры, которые обеспечат, так скажем, базовые превентивные условия по безопасности. В результате атаки украинских дронов 24 июля погибли 2 женщины, еще 11 человек получили ранения. Шазина Ханагу, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.